Здравствуйте, в эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Механизм предоставления адресной поддержки отлажен. В Алданском районе продолжают оказывать помощь семьям мобилизованных. И лает, и кусает. В Якутске участились случаи нападения бездомных собак на людей. Ни минуты покоя проживающим сверху гражданам. Жильцы по проспекту Ленина 14 и 16 требуют закрыть точки общепита в их домах. Продукты из мяса птицы. Новая линейка вкусов. Ленский цех переработки начал производство полуфабрикатов, которые раскупают в считанные часы. Богатые культурные традиции якутян и их любовь к родному краю. В Южной Якутии открылась стела в честь столетия якутской автономии. На еженедельной планерке с правительством республики Айсан Николаев поставил задачи на предстоящую неделю. Среди них формирование бюджета на 2023 год и исполнение федеральных программ в республике. Глава региона сообщил, что на федеральном уровне принято решение о переводе государственных информационных систем на единую платформу Гостеха. Она станет ядром цифровых сервисов как федеральных, так и региональных органов власти. Это позволит властям быстрее реагировать на изменения и эффективнее взаимодействовать с общественными организациями и гражданами. Ну а жители населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек продолжают голосовать за подключение к высокоскоростному интернету. Лидер голосования в Якутии – село Белькачи Усть-Майского района – 539 голосов. Также в тройке лидеров находится село Большой Хыты Нерюнгринского района – 526 голосов и село Тенкя Сунтарского района – 474 голоса. Проголосовать за нужный населенный пункт можно через портал госуслуги. От первоклашек яркие открытки и рисунки, от старшеклассников пожелания стойкости в бою и победы. Более 5000 писем в знак поддержки участников специальной военной операции написали школьники из Якутии, присоединившись к акции «Добрые письма». Дети со всех уголков республики своими руками создали открытки, в которых написали о том, как они гордятся солдатами нашей республики и ждут их возвращения с победой в родные города и села. Свои письма ученики принесли муниципальным кураторам российского движения школьников. В ближайшее время все письма будут доставлены и вручены военнослужащим. Единовременная выплата, бесплатное питание для школьников, повышенная стипендия студентам, компенсация стоимости отдыха в санатории. Семьи мобилизованных имеют право на ряд социальных гарантий и льгот. Механизм предоставления адресной поддержки отлажен. Продолжение темы в нашем сюжете. Сбор сведений о семьях военнослужащих, призванных в ряды вооруженных сил, в рамках частичной мобилизации завершился. Помимо единовременных выплат, родственники мобилизованных могут претендовать на иные государственные гарантии. Так, ряд мер направлен на поддержку детей военнослужащих, как несовершеннолетних, так и отметивших 18-летие. Это освобождение от уплаты в детские сады, бесплатное питание для школьников с 5 по 11 класс, также оздоровление в летних лагерях, повышенная стипендия в размере 5604 рубля, а также льготное поступление на целевые места в среднеспециальные высшие учебные заведения. Стипендия студентам, обучающимся на бюджетной либо договорной основе, будет выплачиваться вне зависимости от успеваемости. Помимо супругов и детей на государственную поддержку могут рассчитывать также родители военнослужащего. Одна из мер предусматривает оплату санаторно-курортного лечения. Там в основном предусмотрена компенсация, то есть она идет не более 60 тысяч рублей. То есть, пройдя санаторно-курортное лечение, предоставив документы, естественно, родители военнослужащих получат данную выплату. В настоящее время механизм предоставления адресной помощи отлажен. Поддержка семьям предоставляется в кратчайшие сроки. Были небольшие затруднения по обмену данными с военными частями. То есть сейчас эта работа отлажена, она активно ведется. То есть, можно сказать, даже она уже практически завершена. То есть сейчас данные получены и активно идет назначение выплат. Некоторые вопросы возникают у супругов, состоящих с мобилизованными военнослужащими в гражданских браках. В таких случаях в качестве основания для предоставления помощи рассматривается регистрация по месту жительства. Именно концепция данной мер соцподдержки и выплаты, да, это совместное ведение хозяйства, да, то есть семейное хозяйство, то есть именно статус семьи должен быть подтвержден. Если, допустим, совместно
прописки нет, в любом случае ребенок получит меры соцподдержки по линии Минобразования и науки. Наряду с предоставлением мер государственной поддержки, работу с семьями мобилизованных продолжает Координационный центр Алданского района. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Тем временем в Якутске участились случаи нападения бездомных собак на людей. В социальных сетях распространяются заголовки о пострадавших детях. Буквально неделю назад собака напала на 6-летнего ребенка во дворе дома на улице Жарницкого. Происшествие случилось днем. От гибели мальчика спас охранник соседней школы. Тем временем в городе усилился режим отлова безнадзорных собак. Всего за неделю в столице отловлено 21 животное. Во всех округах работают 3 подрядчика. Напомним, что по состоянию на 2 ноября текущего года по республике в приюты для животных без владельцев поступило более 5000 животных. Вакцинировано около 4000, пристроено новым владельцам более 2000 собак. Возле дома на улице Жарницкого сын с братом играли на улице, и возле центра подросткового напала сзади собака. И сильно покусала вот сзади, и вот где этот... район там половина головы прокусана, 12 швов наложили, на скорой поехали. С 4 по 6 ноября сотрудниками госавтоинспекции на дорогах Якутии задержано более 70 нетрезвых водителей. Из них 9 сели за руль пьяными повторно, за что им грозит уголовная ответственность. Всего за 3 дня рейдов выявлено 1372 нарушения. Так, 75 человек управляли транспортом без водительского удостоверения, 23 будучи лишенными прав. Более того, около 300 автомобилистов не пристегивались ремнями безопасности, почти 75 перевозили с нарушением детей, а еще 89 водителей привлечены к ответственности за тонировку стекол. В ГИБДД отметили, что широкомасштабные рейды будут продолжены во всех районах Якутии. В Якутии полным ходом идет кампания по переводу автотранспортных средств с традиционных видов топлива на газ-метан. Модернизация проходит при субсидированной поддержке республиканского бюджета, которая покрывает до 90% затрат автовладельцев. В числе плюсов апгрейда – существенная экономия при эксплуатации, а также низкий в сравнении с другими видами топлива уровень выбросов в атмосферу. Обо всем подробнее в сюжете Анны Пшенниковой. На газовое оборудование водитель из села Хатаца Иван Спиридонов перешел 11 лет назад. Взвесив все плюсы и минусы, Иван решил, что заправка метаном для его автомобиля наиболее выгодна, несмотря на то, что заправиться можно только в Якутске. Плюс цена, наверное, это природный газ. Сравнивал, сколько я езжу. Я в день где-то 100 километров езжу, да? И если перевести на рубли, я где-то потратил бы где-то 550 рублей, да, в день. А сейчас у меня 200 рублей будет где-то. Возможность реальной экономии у автовладельцев Якутска существует уже давно. Первые мастерские по переоборудованию бензинового и дизельного автотранспорта для работы на газе появились еще 16 лет назад. Сегодня в Якутии функционирует 2 авторизованных центра с разрешением на данный вид работ. Один из них расположен в городе Мирном, второй продолжает свою работу в Якутске. Воспользоваться услугой могут как владельцы личного авто, так и предприятия. Любой, у кого есть наличие автотранспорта, и кто желает сэкономить на топливной составляющей своего автотранспорта, может нам записаться, по очереди подойдет, и мы можем его автотранспорт перевести для работы на газовом топливе. Вот перед вами стоит машина ЗИЛ-130, ее утром поставили, вечером ее заберут. В принципе, 8-10 часов для того, чтобы переоборудовать одну машину. Стоит напомнить, что переоборудованный автомобиль не теряет способности работать на привычном топливе. И если автовладелец окажется в местах, где газовая заправка отсутствует, то его железный конь по-прежнему останется на ходу. В данном автомобиле стоит газовый редуктор метановый. При запуске двигателя автомобиль работает на бензине, при прогреве автоматически переходит на метан, на газ. Если газ кончится, автоматически переходит на бензин и продолжает работать. Пожалуй, самым главным вопросом в переоборудовании автомобиля является стоимость работ. С этого года основную финансовую нагрузку взял на себя республиканский бюджет. Тем, кто готов перейти на метан, регион компенсирует 90% стоимости. В первую очередь это экономия. Вот приведу пример. Раньше привезти машину, например, Toyota Premium либо Allium, стоило 100 тысяч рублей для человека. Сейчас, если они обратятся в наши авторизованные центры, и вот льгота, которая от республики предоставляется, им переоборудование обойдется человеку, нашему якутянину, в 10 тысяч рублей. 90 тысяч республика берет на себя.
Я напомню, такое решение Александр Сергеевич принял на 2022 год, и мы, соответственно, по нему работаем. Какое топливо выбрать? Автовладелец решает это, исходя из личных возможностей и автомобильных потребностей. Главное знать, что сегодня в Якутии на одну возможность стало больше. Анна Пшенникова, Владимир Павлов, Джуластан Иннокентьев, Якутск. Дорожные службы продолжают работу по уборке улиц, площадей и скверов от выпавшего снега в круглосуточном режиме. Общий объем вывезенного снега с 10 октября составил более 8 тысяч кубометров. 7 ноября в уборке снега задействовали 20 дорожных рабочих, а также 33 единицы спецтехники. Работы проводятся на Вилюйском тракте, по улице Лермонтова, от улицы Октябрьской в сторону Сергеляхского шоссе, площади Орджоникидзе, площади Ленина, тротуарах по улице Богатырева, от улицы Дзержинского до улицы Хабарова и тротуарах улицы Кирова. Вот уже на протяжении 10 лет жильцы требуют закрыть точки общепита в их домах по проспекту Ленина 14 и 16. В заведениях круглосуточно работают холодильные установки, которые не дают покоя проживающим сверху людям. Также с начала года 12 раз переполнялись канализационные коммуникации из-за жировых пробок, образующихся в результате слива масла. Проверить уровень шума на место прибыли представители из ведомств и прокуратуры, но в результате проверка так и не была проведена. По словам жителей многоквартирного дома, каждый раз, когда приезжает проверка, общепиты выключают и убавляют мощность техники, поэтому не могут замерить уровень шума. Жильцы планируют и дальше продолжать добиваться закрытия заведений. Вот сегодня второй раз срывается прокурорская проверка. С таким трудом просишь разрешения на ее проверку. И второй раз срывается, потому что второй раз звали специалиста по вентиляционным холодильным установкам. Вообще должна быть техническая документация. Прокурором испрошена техническая документация, где указывается максимальная мощность этого и сколько децибелов оно выдает. А у них вообще ничего нет. До конца 2022 года в Якутске будет полностью завершено строительство нового жилого квартала «Звездный». Работы на участке начались в июне 2021 и шли согласно графику. В начале 2022 года возникли небольшие задержки из-за поставок материалов и оборудования. Но застройщик наверстал все упущенное время, и объекты будут сданы в срок. На прошлой неделе в дома запустили тепло, что позволило продолжить работы по внутренней отделке. Всего на территории нового квартала будет построено 7 жилых домов на более чем 600 квартир. Квартиры в строящихся домах получат в том числе и переселенцы из ветхого и аварийного жилья, а также дети-сироты. Буквально на той неделе приняли тепло от нашей ресурсно-снабжающей организации. Надо, конечно, дать им отдельное спасибо за это. Это ГУП ЖКХ. Все сделали в срок. Сейчас дома буквально уже прогрелись. И, соответственно, сейчас продолжаем внутреннюю отделку домов, потому что все эти квартиры у нас сдаются под ключ. И также снаружи, как мы с вами видим, приступили уже к фасадным работам на всех 7 домах. Как правильно разделывать жеребятину, свинину и говядину, показали студентам-поварам. Более 30 будущих специалистов Якутского технологического техникума сервиса и агротехнологического университета в рамках прохождения учебной программы посетили мастер-класс от бренд-шефа усадьбы Атласовых Николая Васильевича. Профессионал рассказал и показал, как следует делить на части мясо и в каких блюдах его использовать. Студенты на практике нарезали на куски спинную, лопаточную и заднюю части жеребятины. А тут, получается, есть мышца, которые постоянно работают, да. И эти мышца, они жесткие, да. Но это не говорит о том, что это плохое мясо. Соответственно, если его тушить, технологично подойти, соответственно, это будет самое вкусное мясо, которое вы ели. Соответственно, мягкая часть, это, допустим, стейки и так далее. Они быстро прожариваются, быстро готовятся и тоже подаются. Все у нас вкусно. Тем временем Ленский цех переработки начал производство полуфабрикатов из мяса птицы. Первая партия продукции была доставлена в фирменный магазин в конце прошлой недели. Она сразу же вызвала интерес у ленчан. И разошлась продукция в считанные часы. Ленский цех переработки снова выпустил новый продукт. На этот раз куриные полуфабрикаты. Рулеты, 2 вида котлет, шницель, курица по-столичному. Птица используется привезенная с Алтайского края. Всегда свежая. Специи только натуральные. В данное время приготовление этих рулетов сделано из куриной грудочки. Отбиваем, солим, перчим, чесночим. Заворачиваем мы в эту оберточную бумагу. Делаем очень плотно
это самое, и оберточной бумаги мы потом, это мы сдаем в магазин полуфабрикаты. Куриный день на предприятии бывает только один раз в неделю. Объем продукции выпускается пока небольшой, всего 40 килограмм. Как поясняет технолог предприятия, производим на пробу. Будет хороший спрос, повысится и объем производства. Первый раз мы узли 20 килограмм, через неделю мы везем уже 40 килограмм. То есть она за неделю ушла быстро. Сейчас мы вот везем 40 килограмм полуфабриката. Мясной у нас пельмени как бы по 30 килограмм уходит у них, мы как бы завозим. Чуть-чуть упало, было по 50, но все равно идет. Котлеты, бифштексы, все это. Но в среднем мясная у них около 50 килограмм точно уходит в ассортименте. Список продукции, производимой в цехе переработки, постоянно расширяется. Через 2 недели он пополнится еще и чебуреками. Чебурек с капустного листа. То есть в капустный лист будет фарш заворачиваться. Он у нас уже сертифицирован, все декларация есть. И простые чебуреки, то есть заморозка будет. Увеличился и ряд мясных наименований: тефтели, голубцы, ленивые и обычные, биточки, котлеты, стейки. Не останавливается производство пельменей, вареников и купатов. Светлана Полеева, Александр Ильчук, Ленск. 105-ю годовщину Октябрьской революции отметили сегодня в Якутске. На праздничное шествие и митинг собрались члены местного отделения Коммунистической партии, а также те, для кого день 7 ноября неразрывно связан с советским прошлым. Участники вспомнили о том, что революция 1917 года принесла Якутии серьезные и позитивные перемены. Территория обрела государственность, стало доступным образование, медицина пришла в самые отдаленные уголки, произошел небывалый подъем национальной культуры и науки, возникли и стали стремительно развиваться сельское хозяйство и строительство. На митинге не раз было подчеркнуто, что единство народов, как базовая ценность Советского Союза, сегодня вновь становится актуальным. Далекая Якутская область – это была окраина Российской империи. Ее еще называли тюрьмой без решеток, как мы помним, да? У нас была повальная безграмотность. И вот именно советская власть в форме якутской автономии дала нашей республике развитие культуры, народного хозяйства, искусства. Поэтому наш народ должен чтить и помнить Октябрьскую революцию. И Якутская ССР была рождена именно Великим Октябрем. Сегодня в республике отмечают День якутского радиовещания. В честь праздника коллектив Тетим Саха Радио организовал в Республиканском центре медицинской реабилитации благотворительную акцию. Ведущие провели маленьким пациентам конкурсы и викторины, а также выступили с концертной программой. В рамках акции директор Тетим Саха Радио Николай Бестинов вручил в подарок коллективу центра теннисный стол. Организация и в дальнейшем намерена проводить такие благотворительные акции. Мы очень рады, что сегодня в День радио, Якутского радио, коллектив радио Тетим почти в полном составе пришел к нам, к нашим деткам. И вот очень рады, что такой концерт устроили и такой роскошный подарок подарили. Хотелось бы, чтобы такие акции и в будущем были. И мы будем ждать и готовы сотрудничать. Сохранение и развитие якутского языка обсудили в стенах регионального парламента. Так, директор издательского дома «Кискил» Ольга Семенова рассказала, что с помощью издательства в школах республики открыли около 40 медиацентров, в которых дети сами выпускают материалы на якутском языке. В дальнейшем планируется увеличить количество таких школ. В свою очередь, директор НВК «Саха» Олег Марков проинформировал, что их компания активно работает над выпуском детского контента на родном языке. Так, в этом году компания выпустила несколько дублированных многосерийных мультфильмов на якутском, а также анимационный фильм собственного производства. Помимо этого, участники совещания обсудили вопросы участия на 2-м съезде учителей якутского языка и литературы, который запланирован с 22 по 24 ноября. Но вот она самое главное заключается в том, чтобы помочь педагогам, чтобы достучаться до их душ детей. Главный язык детей – это игра, это их душа, надо уметь ее раскрывать. С 5 до 10 лет дети должны понимать, что они нужны, они любимы. А дальше, то есть первая школа, дальше они растут. Дальше они должны стать. Каким будет детство, таким и будет в дальнейшем будущее общества. В Южной Якутии открылась стела в честь столетия якутской автономии. 12-метровая стела с приграничным въездным знаком Саха-Якутия установлена на том участке трассы А-360 Лена, где проходит граница между Якутией и Амурской областью. На торжественном открытии побывал Иван Лазаренко.
Доску позора, а по-другому назвать дорожный знак, обозначающий границу на въезде в Якутию со стороны Амурской области, наконец-то убрали. Его сменила стела, символизирующая богатые культурные традиции якутян и их любовь к родному краю. Идейным вдохновителем проекта стал автопутешественник Нюргун Сидоров. Он и предложил всем желающим принять участие в создании и установке стелы. В Центральной Якутии во въезд в каждый наслег, в каждый район стоят прям произведение искусства. Да? У нас даже идет такое соревнование, у кого краше. Да? И захотелось, чтобы на въезде в целую республику, весь наш регион, была стела тоже красивая, которая олицетворяет нашу культуру. Торжественное открытие стелы состоялось в день рождения Нерюнгринского района и города Нерюнгри, что стало еще одним подарком жителям района и всей Якутии в честь столетия образования Якутской АССР. Именно сегодня, в день рождения нашего района и города Нерюнгри, на границе Южной Якутии, на границе с республикой, появилась великолепная стела, которая теперь всем въезжающим говорит, насколько якутяне любят свой край, свою республику. Я считаю, прекрасное, абсолютно культурное такое архитектурное сооружение, которое будет таким неким местом притяжения. Теперь наша общая задача максимально сделать так, чтобы это место было комфортным и соблюдалось в чистоте, чтобы всем въезжающим в нашу республику было комфортно здесь отдохнуть и полюбоваться прекрасными видами Нерюнгринского района. От идеи до воплощения проекта в жизнь прошло всего несколько месяцев. Стела установлена силами всей республики. В том числе в проекте принимали участие нерюнгринские предприниматели и организации. Поэтому эта стела по-настоящему народная. Сегодняшнее, скажем, строительство, сегодняшнее открытие – это первый этап того, что мы поставили сейчас саму стелу и стенды с народными нашими спонсорами. В следующем году, уже когда потеплеет, планируем второй этап, соответственно, будем здесь благоустраивать, будем уже ставить уже мафы, где можно люди, могут люди здесь посидеть, там, соответственно, скажем, беседки, и, соответственно, как говорится, благоустройство там. Авторы проекта благодарят всех неравнодушных якутян за вклад в строительство народной стелы Саха-Сера-Якутия и уверены, что южные ворота Якутии на федеральной автодороге Лена станут новой визитной карточкой республики. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Далее смотрите рубрику «Между тем». Ну а я с вами прощаюсь. В студии работала Надежда Саханская. Всего доброго и до свидания. Это программа «Между тем». Меня зовут Александр Хавренко. Здравствуйте. В Якутии продолжаются работы по реализации мер поддержки для мобилизованных контрактников и их семей. Одной из основных мер является единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей. И именно по этому пункту поддержки возникает большинство вопросов. Главой республики принято решение о том, что получателем данной выплаты может стать и сам мобилизованный. Это сделано потому, что нередко возникает ситуация, когда военнослужащий призван из Якутии, а его родители или близкие проживают за пределами республики. Или случаи, когда на выплату претендует несколько членов семей военнослужащего. Ну и в тех случаях, когда у военнослужащего просто нет близких родственников. В этих случаях мобилизованный или контрактник может оформить выплату на собственное имя. Средства будут направлены военнослужащему на лицевой счет, указанный в заявлении. В случае отсутствия такового заявления 200 тысяч рублей будут перечислены на счет, открытый для военнослужащих Министерством обороны России автоматически. Дополнительное заявление для этого не потребуется. По всем вопросам получения мер социальной поддержки можно обратиться на горячую линию по номеру 122. А с прошлой пятницы в районах республики начали работать телеграм-каналы для матерей, жен и членов семей военнослужащих. Группы действуют для того, чтобы оперативно в течение суток направлять ответы на возникшие вопросы. Немногочисленные случаи невыплаты связаны с несвоевременной передачей списков военнослужащих из военкомата. По каждому из них ведется адресная работа. Между тем, уже более 2 недель работает и горячая линия Единого координационного центра в Москве. За это время на нее поступило порядка 120 обращений от военнослужащих. Самые часто задаваемые вопросы касаются дополнительной экипировки и оснащения военнослужащих, а родственники хотят получить информацию о своих близких, передать им посылки и письма. В ближайшие дни начнут работу территориальные опорные пункты, которые позволят ускорить доставку грузов и сообщений из Якутии нашим военнослужащим.
Практически в режиме нон-стоп из республики бойцам, находящимся на территории проведения специальной военной операции, и бойцам, проходящим боевое слаживание в гарнизонах, отправляются посылки с вещами, обмундированием, тепловизорами, квадрокоптерами и другой необходимой амуницией и техникой. Эти посылки формируются из вещей, закупленных на средства республики, и из того, что в большом количестве приносят неравнодушные якутяне в пункт сбора помощи. Всего доброго.